Привет, друзья! Сегодня у нас мягонькая такая зимняя погода, минус 8 градусов. Санек колено. Короче, приехали мы на Печору. Вот, заметьте, все мое снаряжение. Пешня, лопата, ведро, отруби, комбикорм. Короче, в планах у меня поймать живца. И живец мне нужен не ёрш. Живец мне нужен малек, голян речной. И теперь мы будем долбить опять же большую майну. Уже в довольно-таки толстом льду. И закинем нашу ловушку. Под сачок я здоровую майну не буду, потому что незачем. А ловушки закинем. Ну и потом попробуем на удочку поймать немного ёршиков. Нужен малек, потому что на малька берет вся рыба. То бишь язь, хариус, окунь, все может взять. На ершей у нас берет только налим. Все. Пошли долбить, потом покажу вам, какой толщины лед. Вот. Потерянный студент, сейчас я вам покажу его. Который с золотым дипломом закончил высшее учебное заведение. Теперь он дипломированный специалист. Где диплом? В техникуме. Диплом еще в техникуме, за которым он поедет 9 числа. 9 числа. Так что у нас на льду теперь будет дипломированный специалист. Рыба будет сама выпрыгивать к нам. Все. А пока пошли долбить. Ну что, друзья, вот 15 минут времени и лунка, ну, можно сказать, ближе к майне. Майна готова. Сейчас мы посмотрим лед. Я, в принципе, ожидал, что он будет толще. Он, в принципе, пока еще нормальный. Вот. 10, 20, 40, где-то 35 сантиметров лед. Сейчас топором вырублю ветки и закину сюда вот эти вот ловушки. Что, Сань, клюет нечего? Одного поймал, ерша только и все. Ёршик? Да. Один ёршик. Клюет слабо. Ну, сейчас попробуем. Может, комбикормчику кинуть, нет? Ну, сейчас попробуем. Сейчас закину и тоже пойду ершей ловить. Ну вот мы и на Печоре. Притопали к своим палкам. И сегодня я вот с таким чехлом. А в этом чехле гарант моей безопасности. Ну, это больше всего, конечно, для успокоения, так как на юге нашей республики орудуют шоколад. Волки стаями ходят. Здесь у нас не залегли медведи. Буквально вот на очистных видели следы недавно. Кто говорит, что не боится диких зверей, это все чушь полная. Ну, не знаю, может. Не, они просто хорохорятся. Я, честно вам скажу, я их боюсь. И я не поленюсь, лучше возьму чехол. Туда засунул свою пятизарядочку. Снарядил пулями. Последний картечь. Так что, если что-то где-то, взял с собой вот такой вот фонарик. У меня есть, бьет лучом. Вот. Если где-то что-то, глаза засверкают, что-то где-то будет приближаться, я, по крайней мере, смогу дать отпор. Получится, не получится завалить мне этого шатуна, не знаю, но, по крайней мере, попробую. Да и на душе спокойнее, когда есть рядом ствол. Это больше для самоуспокоения. Так, это небольшое отступление. Ну а мы начинаем проверку. Живцов мы сегодня поймали немного. Вот наши все живцы. Два ёршика уже подохли. Сейчас лишнюю воду солью. Так, у нас два ёршика подохли. В ловушке залезла только одна малявка, один голянчик. И тут буквально ершей, не знаю, штук 12-13 может быть. Так что буду насаживать хотя бы по одному ершу, чтобы было хотя бы по одному ершу на каждой палке.
И надо обязательно проверить, потому что у нас опять уже 3 дня было это не проверено ничего. Жалко будет, если что-то было. И уснула. Так что смотрим и удивляемся. О, ёрш живой. Значит, здесь налим не проплывал уже давным-давно. Значит, в идеале было, конечно, бы поменять это место. Он. А вторые 2 крючка пустые. И как мы видим, одного ерша просто высосали. Просто кто-то его вот так вот съел. Ладно. Сюда я насажу, пожалуй, одну малявочку, вот которая единственную, голянчика. Где он у нас? Вот. Вот такой вот голянчик. Насажу. Голянчик это в надежде на язя, конечно. Вот так вот. Ну, пока все. А третий крючок пусть пока пустой болтается. Так как у меня насаживать пока здесь нечем. Завтра по плану сходить с утра поймать мальков гальяна, то бишь. Получится хорошо. Поменяем все на мальков. Так. У нас сегодня температура минус 5. В коме опять потепление. И вот как мы видим, еще не окрепший лед. Он еще не окреп. А уже все тает. Везде на льду вода. И как бы очень опасно, так как снизу может промывать. А нижний лед, вот чернота полная. Он буквально у нас сантиметров 5-7 был. Так что если сверху не замерзает, снизу промывает. В принципе, это очень опасно. Местами нормальный, толстый лед, а местами, где поздно замерзло, очень тонкий. Так что смотрим дальше. Вторую палочку нашу. Вода падает. А сейчас опять упала. Сантиметров 5, наверное. Палка подскочила. Да, кто-то даже и дергает здесь. Кто-то даже и дергает. Вот такой вот налимчик. Так, этот ёршик еще живой. Сегодня мы забыли выключатель. Успокоитель или как там его. Так, друг заглотил до желудка. Так что пойдешь на сковородку. И чтобы мне диванники не говорили, мелкий налим, крупный. Самый вкусный, скажу вам так. 35 сантиметров он есть, что положено по закону. Остальное, знаете, мне как-то ровно. Ваш щебет там в комментариях. Я рыбачу, ловлю рыбу. А не балуюсь, поймал, отпусти. Ваши отпущенные налимы все равно рано или поздно сдохнут. Так что смысл их отпускать. Кого можно, да, кто за губу, я без ваших комментариев отпущу, если он действительно мелкий. Если очень мелкий заглотил, я его оставляю для переманки на крупного налима. Крупный налим ни разу уже попадал на мелочь, на мелкого налима. А вот эти, которых можно пожарить и очень вкусно съесть, я не собираюсь отпускать, чтобы вы там не щебетали. Пошли дальше. Пусто. Нет, что-то есть. Что-то даже вроде бы и есть там под шугу. Кто-то затянул. Ух ты. Ну, отпусти. Отпусти шугу. Кто-то даже дергает. Вот такой вот налимчик. Малыш. Но заглотил до жопы. Вот. Так что, друг сердечный, пойдешь ты на сковородочку.
Двойка. Давай, Налима. Давай, Налима. Давай, Налима. Ты палочка моя. Давай, Налима. А хрен там, а не Налима. Нет, Налима. Нет, Налима. Нет. Есть там маленький Налимчик. Совсем опа, 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 опа. Такой вот Налимчик есть. Красавец. Ой, какой ты красавец. Вот такой ты красавец. Окраска такая красивая. Угу. Полное брюхо икры или молоки. Заглотила-то как. На-на-на-на-на. В комментариях мне какой-то чудик написал. Рыбак. Не бей рыбу по голове. Себя лучше бей. Да, кто-то, видать, его самого ударил по голове с детства. Озеро надежды. Все как есть, прими. Так. Походу никого. Никогошеньки. О, какой тут. До сих пор живой. Вот он уже сколько. Этот один-единственный ленек попал мне тогда в ловушку. И он до сих пор живой. Никто его не съел. И ёрш маленький живой. Ну, тогда я и этого дохлого менять не буду. Если на выбор есть гальян речной, озерный, есть ёршик небольшого размера, и никто его не съел за 3 дня, значит, здесь рыбы нет. Так, здесь у нас тоже банка. Пустая банка. Так. Большой натяжки нет. А леска что-то натянута. Даже кто-то и дергает. Что-то даже и дергает. Вот такой вот малыш. Ну, заглотил. Заглотил до желудка. Так что пойдешь в общую кучу на сковородку. А нас уже 4 штуки. И сковородка будет полная. В семье нас тоже 4. Роман студент у нас в общаге. Налимов мы ему сегодня отправили 4 пакетика, так что пусть кушает там. А у нас сегодня будет свежая жареха, несмотря на дикие вопли диванников. Ну вот и крайняя палка. На улов большой я здесь не надеюсь, так как тоже живцов не было, насаживал здесь, оживлял на дохлых хершей. Но проверить надо. А вдруг пару ершей это по-любому, наверное, живых было. Тут даже вот по двое они уже посерели, бедные. Одни дохлые ерши. На дохляк-тухляк, на печоре не клюет. Вот у меня осталось 2 живых ерша в ведре. Попробуем нацепить их. Может быть, кто-нибудь доклюнет. Тут были все дохлые. На дохлятину не хотят. Ну и ладно. На жареху мы сегодня поймали.
И это главное. Ну что, друзья, вот наш сегодняшний улов. Это 3 небольших налимчика и один такой более-менее. Вот такой вот. Сковородка будет по-любому. И сегодня я уже знаю, как я их приготовлю. Мы их приготовим сегодня в сметане. Так что, что бы ни говорили диванные, как сказать, даже язык не поворачивается. Ну, пусть, скажем, критики, мягко скажем. Почему не отпускаете мелочь, тудым-сюдым. Мелочь мы отпускаем, если они поймались за губу и заглотили не глубоко. А смысл отпускать мелочь, если она заглотила до желудка, чтобы она там сдохла и также пропала где-нибудь? Я лучше съем ее. У нас сегодня будет вкусный ужин на всю семью. И мне совершенно ровно. Ваши гнилые комментарии. Я сегодня потрудился. Я сегодня добыл свежего вкусного налима на ужин. И мы всей семьей его вкусно поедим. Так что, друзья, всем до свидания. Завтра, скорее всего, мы будем ловить живца. То бишь малька гальяна речного. Попробуем вот так вот еще пополам. Может, чем пустой крючок все же. Ну и сегодня вечером порешаем. Может быть, завтра наловим и завтра поедем сразу на дальний рубеж. Нет, так послезавтра. Так что, друзья, до встречи на реке. Всем до свидания. Ну и, друзья, небольшое включение. Вот наш сегодняшний улов, 4 наших налимчика. В нечищенном виде взвесил, потянуло на кило 800. Вот тебе и мелочь 4. Не такая она уже мелочь. Мы это все разделали. Хвостики дали коту белому. Просили показать, как я готовлю. Ну, самый простой, самый быстрый способ, как приготовить налима. Нарезали, наложили. Вон, говорят, и печенка здесь есть. Говорят, нету мелких. И вон какая молока, печенка. Все вместе здесь. На плиту. Просто. Ничего не добавляя. Где-то чайную ложку соли примерно. Не с горочкой вровень. Посолили. Все это перемешали, чтобы это все просолилось хорошо. И вот берем сметану 360 грамм, обыкновенная сметана, 22%, тут кировская сметана у нас продается такая вот. Ну, маслом кашу не испортишь, бухаем. Бухаем всю сметану. Бухнули. Вот так вот. Перемешали. Соль, сметана и налим. И ничего больше. А больше ничего. Раньше, когда я жил в деревне и держали мы свою скотину, сметану, конечно, мы не покупали, а налима тушили. Ну, своя сметана у нас была, коров держали. Теперь мы коров уже не держим, и придется довольствоваться. Чугунная сковорода. И все. Включаем плиту. Накрываем. Включаем плитку. И минут 10-15 она приготовится уже. Все легко и быстро. Ждем.
Все, плитку включили. И как только вот зашипит, зашкварчит, минут 15-20 с закрытой крышкой, пусть она протушится нормально. И все. Блюдо будет готово легко, просто и быстро. Соль, сметана и налим. И будет вкусный ужин. Ждем 15 минут. Ну вот у нас процесс пошел. Все забулькало, зашкварчило. И больше мы ничего не трогаем. Вот сметанка закипела. Соль здесь есть. Все. Не надо ничего переворачивать. Ничего. Закрыли плотненько крышкой. Засекаем время. Время ровно 9 часов вечера. Через 20 минут блюдо будет готово. Встречаемся через 20 минут. Прошло 15 минут. Я думаю, этого вполне достаточно, потому что налим был не крупный. Выключаем и смотрим. Па-бам! Вот такая вот красота. Рыба вся разварилась. Знаете, что самое вкусное в этом блюде? Вот этот бульончик. Берешь мягкий хлебушек, макаешь. Вот такая вот красота. И теперь это все. Опа-на! Тяжелая какая сковородочка. Теперь все это. И теперь все это на стол. Все. Приятного аппетита! Вот результат нашей сегодняшней рыбалки. Только что плавала, теперь уже на столе. Я думаю, это прекрасно, вкусно, полезно, экологически чисто. Ну, что еще можно сказать? Все к столу. Будем ужинать. До свидания, друзья. Вот такой вот сегодня прошел день.